Бизге жардам бериңиз, Садыр Нуркожоевич. Айлабыз таппай калдык уже эмне кыларыбызды. То есть творится бардак у нас. Мына жаман иштегендерди, чоңдорду жоопко тартайлы, Садыр Нуркожоевич. Сураныч, вплоть до Генеральной прокуратуры, и в СНБ, и в ГКНБ творится. А вот эти все госорганы его прикрывают. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, на сегодняшний день у нас создалась такая ситуация. И по закону должен был быть сход села о передаче, да? Пожалуйста, постановление. Данные судебные процессы идут уже год. Аламудунская РОВД по поддельной экспертизе. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, мы очень на вас надеялись. Мы так на вас молились, что пришел честный, правильный человек, который когда-то пострадал. Сізден сұранабыз, сізден әділеттілік, чындықты істеп келдік. Если сейчас не будет моего брата, я не знаю, что будет с нашей семьей. Нам в открытую угрожают, что нас убьют, закопают. То есть творится бардак у нас. Мы вам можем все это доказать. Пожалуйста, услышьте нас. И вот я сейчас хочу показать вам поддельные постановления. Садыр Нуркожоевич, іске кайрылып атканыбыздын ушул айласы жок, канча айдан бери чуркап жүрөбүз. Бизге жардам бериңиз, Садыр Нуркожоевич. Айлабыз таппай калдык уже эмне кыларыбызды. Меня зовут Карунина Ирина Анатольевна, я являюсь депутатом Ленинского Кенеша. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, на сегодняшний день у нас создалась такая ситуация. Начиная с 2018 года наши земли в количестве 300 гектар, в том числе 57 гектар ФПС, передаются в соседний Аламединский аил Акмату. На сегодняшний день 16 гектар земель ФПС уже застроены и 41,5 гектар земель дольщиков. На сегодняшний день мы обращались уже неоднократно во все госорганы, но пока что никаких результатов мы не получили. На сегодняшний день по поддельным постановлениям продаются соседним аил Акмату, и так как у нас есть свои очередники, порядка 1000 человек, наши местные жители тоже возмущены. Почему соседний аил Акмату по поддельным постановлениям продает, а не выдает бесплатно, а наши жители не могут получить данные земельные участки, так как на сегодняшний день мораторий введен. Поэтому и наши дольщики, которые обрабатывают данные земли, вот по такой карте, анклавами, вот как видите, вот они, анклавы, остаются как нашим дольщикам обрабатывать данные земельные участки. На сегодняшний день они несут убытки, так как они не могут их полить. А застройщиками данных вот этих земель нарушена ирригационная система, дренажная система забита, так как они в дренажную систему подключают свои канализационные стоки. Соседний аил Акмату проводит дороги, проводит освещение, водопровод, хотя на сегодняшний день данные земли до сих пор относятся к Ленинскому аил Акмату. По постановлениям в 2018 году 51, 52, 93 и 156 постановления передаются контура в количестве 300 гектар без изменения целевого назначения. На сегодняшний день целевое назначение изменено данных земель, так как уже по вашему указанию проведена амнистия, и плюс ко всему форма собственности изменена. То есть, если это раньше были государственные земли, то сейчас они переходят в частную собственность. Продаются по поддельным постановлениям, которые у нас имеются на руках, и плюс, не пройдя всей процедуры передачи госземель данных, вот Ленинский аильный аймак уже выделяет постановление, выносит постановление выделить
под ИЖС Ленинскому аильному аймаку. Вот, пожалуйста, постановление. Это как так? Без изменения целевого назначения и тут же выносят постановление о застройке этих земель. Мы все возмущены, у нас более 200 дольщиков на сегодняшний день. Почему без их согласия, письменного, устного, схода села не было? Почему передаются эти земли? На сегодняшний день в Гамсумо уже возобновляется законопроект об изменении границ. На основании чего? На сегодняшний день у нас идут суды по данным постановлениям, по работникам Аламединского и Лакмату. Данные судебные процессы идут уже год. Сколько они еще будут идти? Застройки продолжаются. По обвинению в коррупции и по всем должностным преступлениям. В конце концов, сколько это будет продолжаться? На сегодняшний день те люди, которые работали над этой задачей, те люди, которые проводили большую работу в Ленинском Аил-Акмату, на сегодняшний день по ложному обвинению, у нас есть видеозаписи, материалы, мы можем приложить, обвинен наш коллега Майкамбаев Кайрат. Следователями Аламединского РОВД без всяких доказательной базы был обвинен Кайрат и по статье 303, часть 2, и на сегодняшний день он уже 3 месяца находится под арестом СИЗО. Только на основании голословных обвинений со стороны застройщиков Аламудунского и Лакмату. Уважаемый Садыр Нуркоджоевич, меня зовут Садыкова Салтанат, я инвалид первой группы по зрению. Уже 3 месяца мой брат Майкамбаев Кайрат Орозбекович задержан в СИЗО сотрудниками Аламудунского РОВД. Вы были в нашем селе Мыкан, вы закладывали первую капсулу школы, вы присутствовали на открытии нашей школы, ФАПа, детского садика. Доноров, на которые на этот маленький соцгородок нашел мой брат, который бегал, все делал, тратил свое время драгоценное, который как депутат боролся за права, за имущественные права своих сельчан. Мой брат Аламудунское РОВД по поддельной экспертизе задержали моего брата. На сегодняшний день ему присуждают 330 статью, часть 2, пункт 2. Злоупотребление служебным положением. Мой брат общественный работник. Он депутат местного Кенеша, у него нет зарплаты, у него нет статуса, он не получает зарплату. Он просто выполнял то, о чем его просили односельчане, избиратели. Это его должностная обязанность. Я вас умоляю, услышьте нас. Вы, губернаторы, акимы, никто столько не делал для нашего села, как за короткий срок сделал Майкамбаев Кайрат. Вы поставили губернатора, который должен бороться с земельной коррупцией. Губернатор нас не слышит, райпрокуратура нас не слышит. Я инвалид первой группы по зрению, я тотально слепой человек. Я получаю угрозы от сотрудников Аламудунского аильного аймака. Я пишу заявление на них в РОВД. РОВД игнорирует. Я пишу обращение в райпрокуратуру. Меня игнорируют везде. Инвалида убить и обидеть легко. Мы никому не нужны. Я вас умоляю, единственный человек, единственный родной человек, который на сегодня у меня остался, это мой брат Майкамбаев Кайрат. Он не боролся за свои интересы, он не нес свои корыстные цели, он не боролся за мои какие-то права. Он просто поддерживал интересы своих односельчан. Я вас прошу, на Аламудунское РОВД на экспертизе 22 года, по поддельной экспертизе 22 года,
А по заявлениям экспертиза была в сентябре, 16 сентября 2022 года, а заявления потерпевших якобы май 23 года. К этим заявлениям потерпевших 23 года Аламудунская РОВД подкрепляет экспертизу 22 года, где дело было закрыто за за отсутствием доказательной базы. Но сотрудники Аламудунского РОВД в 23 году додумались и решили, что экспертиза 22 года прокатит как экспертиза 23 года. Моего брата задержали, и следователь пишет, что у него нет прописки, что он фашист, ну и многое-много, несет конституционную угрозу. Майкамбаев Кайрат Оразбекович – отец 4 несовершеннолетних детей. У него на иждивении я, сестра, инвалид. Ни один губернатор, ни один аким не построил, не думает о проблемах жителей своего района. Мой брат пострадал от того, что он разворошил эту коррупционную земельную систему. Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы очень на вас надеялись. Мы так на вас молились, что пришел честный, правильный человек, который когда-то пострадал. По вашим стопам сейчас идет мой брат. Я вас умоляю, услышьте нас. Мы уже куда только не обращались, мы и вам писали. Я только президенту 6 писем отправила через вашу канцелярию. Но пока не получила ответа, к сожалению. Исаева Бегайым, ушул Садыр Нургожоевич иске кайрылып атканыбыздын ушул айласы жок, канча айдан бери чуркап жүрөбүз. Ушул Майкамбаев Кайрат ошол эл үчүн чуркаган, элдин иши үчүн чуркаган, ошону канча элге эмгек өткөн, кичинекейинен өзү бизнес кылып, өзү бутуна турган, мындай таза бизнес кылган, 4 баласы тең, ушу мектеп курагында балдары бар. Ушул балабызды ак жерден каралап, ушул жанагы айыл өкмөттөрү мындай законсуз сатып аткан жерлерге каршы болуп, ошол законсуз сатылып аткан жерлерге каршы далилдүү документтерди чогултуп, органдарга кайрылып, ошолорго кат жазып, ошолорго чара көрүлсүн деген суроолор менен чуркагандыгы үчүн, ошол өзүн ошону баягы ууру күчтүү болсо, ээси күнөөгө жыгылат болуп, ошол балабызды кайра каралап, ошол сатып аткан кызыкчылыгы бар адамдар, ошо канча жылдан бери акчаларын берип коюп, ала албай жүргөн адамдар жалган арыз менен кайрылышып, ошо балабызды жок жерден камалып, мына 3 айдан бери ошол отурат. Ал эми ошол жерлерди сатып, коррупцияга аралашкан, махинация кылган элдин баары жашынакай болуп ошо жашап жүрүшөт. Биз сизден суранабыз, сизден адилеттүүлүк, чындыкты истеп келдик. Ушул балабыздын ишин карап, ушуга адилеттүү мындай бир закон ченеминдеги бир чара көрүлөт деп ишенебиз. Мы получаем угрозы, что нас могут убить. У нас несовершеннолетние маленькие дети. Единственный защитник это был у нас Кайрат, который просто пострадал и его убрали. А воевать, чиновникам воевать со слепыми инвалидами и матерью многодетных детей очень легко. Так могут только наши богатые коррумпированные чиновники. У нас нет таких денег, у нас нет такой власти. Я просто вас умоляю, Садыр Нургожоевич, услышьте нас. Как инвалид мы не нужны никому, ни государству, мы даже родственникам не нужны. Но я, наверное, один из счастливых инвалидов, которая нужна своим родственникам. Извиняюсь. Если сейчас не будет моего брата, я не знаю, что будет с нашей семьей. Нам в открытую угрожают, что нас убьют, закопают. Наша РОВД никак не реагирует. Подскажите, кому нам обратиться? Я просто думаю, что до вас эта информация не доходит. Уважаемый Садыр Нургожоевич, над головой Аламудунского аильного аймака заведено на сегодняшний день 17 уголовных дел по статье «Коррупция». Но почему-то он до сих пор работает в госструктуре, и никто его не трогает. Ротация была по всем аильным аймакам, кроме Аламудунского аильного аймака в Аламудунском районе.
Его снимают с должности. Его снимали один раз с должности замгубернатор Чуйской области. Но через 2 месяца он восстанавливает. Суды все на его стороне, прокуратура все на его стороне. Майкамбаев Кайрат. Вот поддельные, вот у нас 4 коробки документов, которые доказывают, как они подделывают постановления и продают земли. Они выдают постановление за бывшим главой Аламудунского аймака Джейнбековым, который умер в 2009 году. В 2009 году в Аламудунском аймаке даже не было компьютеров. Они все выдавали, постановление печатали на печатной машинке. Сегодня за подписью Джейнбекова Аламудунский аймак выдает постановление и продает земли Ленинского аильного аймака, которые напечатаны на компьютере. Это уже дает подозрение. Неужели до 23 года сохранились до сих пор постановления за подписью умершего главы 2009 года? Майкамбаев Кайрат, вот у нас есть постановление. Он выезжал на участки, разговаривал с хозяевами, которые купили по поддельным документам, построили дома на наших пахотных землях, с участковыми. У нас есть акты, у нас есть экотехинспекции, это решение, у нас есть все. Но почему-то нас никто не видит. Кайрат стопами сдавал правоохранительные органы с доказательной базой, что там все незаконно, не было трансформации, ничего не было. А Кольбаев продает до сих пор эти земли. Почему у нас РОВД и райпрокуратура слышит только Кольбаева, а нашу сторону никто не слышит? Кайрат много раз, у нас есть все отказные, официально отказные заявления от Аламудунского РОВД, от Аламудунской прокуратуры. Это само наводит на мысль. Я надеюсь, что вы нас услышите. Какая коррупция у вас под носом в 5 минутах от города идет. И вот за то, что он мешал, его сейчас отодвинули. Скажите нам, пожалуйста, почему наши земли продают по поддельным постановлениям, а мы, жители Ленинского аильного аймака, стоящие на очереди, в очереди стоят женщины многодетные, инвалиды такие, как я, и мы не можем получить, нам говорят, нету земель. Зато наши земли продают по поддельным постановлениям. Я понимаю, у них много денег, они уже много что продали. Может быть, у нас карман намного пуст, чем у них, и нас не слышат. Но я надеюсь, что вы нас услышите. Мы вам можем все это доказать. Пожалуйста, услышьте нас. Вот я хочу... Меня зовут Джайчебеков Куаныч. Я являюсь жителем села Мыкан, Ленинская Айлёк-Мөтү. И вот я вот сейчас хочу показать вам поддельные постановления Аламудунского Айлёк-Мөтү. То есть вот таких постановлений сейчас роздано людям за деньги, да, Аламудунская Айлёк-Мөтү, глава Аламудунская Айлёк-Мөтү, работник Аламудунская Айлёк-Мөтү, вот таких постановлений раздали очень много. Более, мне кажется, 1000 человек. Да? То есть сейчас готовится передача земли, нашей земли, Ленинской Айлёк-Мөтү, хотят передать в Аламудунское Айлёк-Мөтү. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы просто-напросто вот эти вот около 300 гектар, да, в общей сложности передается, чтобы просто-напросто взять и распродать эти земли, то есть застроить вот эти вот земли. Все. Вот это вот есть коррупционная схема такая, чтобы передать, а они уже, аламудунцы, начнут застраивать. Вот такой вот беспредел у нас уже творится на протяжении более 10 лет это уже длится, правильно? С 2007 года это получается. Потихоньку начали передавать. То есть, как передают? Эти земли застраиваются, а потом делают передачу. Потому что застраивается все по постановлениям Аламудунской Айлёк-Мөтү. И Ленинская Айлёк-Мөтү потом все вот эти вот земли, на которые Аламудунская Айлёк-Мөтү положил свой взгляд, виды свои, то есть они вот эти все земли передают. Вот такой творится у нас беспредел. И этот беспредел, мы куда только не обращались, в какие только органы не обращались. Все. Вплоть до Генеральной прокуратуры, и в СНБ, и в ГКНБ, и на имя президента писали. То есть все спускают опять
Воломудунский район, и на этом все опять прекращаются, да, или затягиваются. Есть дела, которые передаются в Воломудунский суд, и вот более года уже, или более 2 лет, эти дела такие стопорятся там, то есть висят. То есть сколько дел было возбуждено на Кульбаева, то есть главу Аламудунского Үйлөкмөтү, и вот эти на Бекову, на главу Ленинского Үйлөкмөтү, но эти все дела так и остаются в Аламудунском суде. То есть они еще ждут своего рассмотрения. Понимаете? Их не отстраняет от должности, то есть Кульбаев как сидел на своем месте, так и сидит, как работал, так и работает. Все. В госструктуре. А нашего депутата, который бегал, который боролся за эти земли, который был против, чтобы вот эти вот пахотные земли, орошаемые земли, чтобы не застраивались, чтобы они приносили пользу людям, они берут и отстраняют его. То есть берут и закрывают, арестовывают, то есть нейтрализуют его, закрывают в СИЗО, чтобы вот эта их афера прошла. Вот эта вот передача, она еще не закончена. То есть люди, которые узнали, что вот эта вот сама передача, она как была, они взяли просто депутаты, прошлый созыв, потихоньку взяли и передали, получается. То есть люди не знают, что произошла передача. И вот сейчас узнают и начинают возмущаться. Сейчас уже начали писать, обращаться в суды, чтобы аннулировать. Но вот эти вот суды опять же затягиваются. То есть переносятся и переносятся. И по закону должен был быть сход села о передаче, да, земли, но этого не было произведено, то есть нету. То есть депутаты взяли сами там, решили, что нужно передать потихоньку, и сделали передачу. Люди не знают этого. И вот сейчас мы узнаем и уже люди обращаются в суды, чтобы решить эту проблему, да, чтобы вернуть чтобы остановить вот эту вот передачу незаконную. Потому что все передается по фиктивным постановлениям, и, ну, в общем, по поддельным документам получается. То есть творится бардак у нас. Участки. То есть они почему требуют? Потому что они в свое время купили эти участки. И в этом видео прям там же и говорится, что вот эти участки мы купили за деньги. И один из наизабековских Кульбаева людей, он говорит: Эдже, говорит, не говорите, что купили, говорит, а то, говорит, его возьмут и закроют, говорит, и, значит, мы не получим ни денег, ни земли, говорит. То есть вот такие вот есть видео. То есть масса людей, которые хотят получить свои земли, да? То есть они заплатили и хотят получить. Вот такой вот бардак творится. А вот эти все госорганы его прикрывают. То есть вот эти видео мы уже отсылали во все инстанции, но почему-то тишина. Как человек работал, так и работает. Это вот 30 июня было вот это вот видео, свежее. В общем, вот такой вот беспредел творится у нас. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, мы хотим обратиться к вам. То есть остановить этот беспредел. Потому что вот 5 километров от города, да, и вот такое вот безобразие у нас творится. Наши земли, сельхозземли, они талқаланып атат. 300 гектар жер, азыр если тоқтотуп калбасаңар, 300 гектар жер талқаланат да. Мына ызычуу токтобойт, дагы эле токтобойт. Азыр мына болгон эле 45 гектар жер стройкаланды да. Башка мына 250 гектар жер жөн эле бош жатат. Бирок элде момундай постановлениялар бар, фиктивный, поддельный. Ошолорду азыр если ушул эмени токтотпосо, бүт ушул ызычуу, бүт мына жерлер бүт талкаланат. Ушу жерлерди сактап калайлы. Мына жаман иштегендерди, чоңдорду жоопко тартайлы, Садыр Нуркожоевич. Сураныч, биз мына сиз Мыкан айылына 2 жолу келип кеттиңиз. Ошондо биз ошол проблеманы айтайлы дегенбиз. Бирок бизди токтотту, аксакалдар токтотту, анан главалар токтотту. Айтпагыла, эметпегиле, биз бүт баарын токтотобуз. Больше андай иштер болбойт деген эле. А бирок сиз кеткенден кийин мына иштер кайра эле башталып атат. Ошондой болуп атат. Токтотуңуз, бизге жардам бериңиз, Садыр Нуркожоевич. Айлабыз таппай калдык уже эмне кыларыбызды. Сизге кайрылып атабыз. Айта албайсыңар. Анткени Найзабекке ошо посредниктер Гүлеже, Алмастар, Токтомдун баарын колго берген. Найзабекке
Misal üçün 2000 dolларды, 1000 доллары жетсе жеткен, жетпесе 600-700 жеткен. Қалған өстер ұрғандағы наура сатқан. Бардақ болады, список жоқ. Списогын көтеріп шығара алмай қойды ғой баян күледі. Жоқ шығара алмай. Азыр президентке қайырсаңар бұны қамайды, болды, değiştirelim. Бұл түрде айтып отыр Асылбек, білесің бе? Гамсума барғанда қайырлы қылайын дегенде дейді, Асылбек айтты. Біз сатып алдық та айтпағыла қалайындар деді. Бірау, азыр барсаңар сатып алдық айтпайсыңар. Бұлар үшін де қайырлар. Осындай көрдіңіз бе? Осы үшін біз ал нәрсеге барыш үшін қайыл болуш керек барына. Ақшамызға да қайыл болуш керек. Бірін алса, бірін алған жоқ, бірін алса. Бардақ болған, о? Құдайдың сөзінде бар. Bir сом алсаңдар аны сіз ошентіп Құдайдан қорқасыз. Мен қорқам. Бұлар қорқпайды екен. Осы үшін бардақ болады. Басқа жерден Ленинскийдің участогын сатқан бұлар. Yok hazır balık hesabı. Молодец. 18-20 yılga belirlep koyduk. Bilmeli oturdu. Oşonluktan 18'inde 20'sında MBK ötsün. Ben jamatlı kap dayın. Neden oldu? Kol koyup Biz de oşol. Баядан ошо тартып элесиңер, 30 мелечи. Делегаттар деп айтпадым, жетсеңиз просто бөлүнүп. Арыз бар айтса, чоң убакыт кыскайдык. Менден дагы 18ден кийин. Мен дагы сизден көрбөйм. Эптеп эле алдаган сөз болуп атат мунун баары. Баягыдан ошентип айтпайт. Эптеп эле алдап эле бизден кутулуш керек болуп атат. Болуун көрсөтөйүн группага. Болобу деп. Коомдук талкуу кылайлык тайпадан. Андан кейін біз бүгін жоқ дегенде список МВК ондай шешім шығардық кезек беріңіз деген ұсыныстама. Мен просто кезектүүлүгүн туура жагына ишти алып кетейин деп атам да. Бүгүн списогун тактайсызбы? Мен мына тайпага кошулам, мына кезекке. Мен азыр тайпага кошулам. Мен расмий маалыматтын баардыгын тайпага түштүм. Мага үч адистик үштік көтөйістік жиһадистік, юристік, мені анадарды мағлұматтың полностью. Мағлұмат шықпаған не қылыш керек? Мағлұмат шықпағанда емес, мағлұмат шыққандай қылыш керек. Қандай қылыш керек? Жоқ, группабыздан. Туғандар, маған рұқсат бересіздер ме? Жоқ, списогун тактап бересизби? Эмне алып атат? Жөн алып турбайсың. Список алыш керек. Ойлогенде жоқ. Өткөндө таппай алган. Бар да бар карашы. Ошону алып чыгып бир окуп койсо Өткөндө ойлоп таппаган. сактабай. Текшерүүлөр келгенде бүт кагазтардын баарын алып кетип алат. Ал кагазтарды көрсөтпөйт. Компьютерде антөйлө жоқ болса, Билбеш керек өкмөт. Жок, байка силерде данныйларыңыз жок болсо, Сатып алдык айтпаш керек. ошонда кандай? мен аты билбейбиз, буякты билбейбиз, биякты билбейбиз. Топтон болгон менен каршылыгын албаса, кандай жакшы.